Здравствуйте, друзья! Я Буляин Сырис, старейшина рязанского народа, член Лиги свободных наций и ветеран русско-украинской войны. Сегодня мы будем говорить о будущем, которое готовят нам российские либералы в кавычках. Русская оппозиция в лице Юлии Навальной продолжает рассказывать Европе сказку о прекрасной России будущего. Юлия видит будущее России как европейское и, безусловно, демократическое. А что же еще обещать цивилизованному миру? Призывает Европу поддержать декларации русской оппозиции о построении прекрасной России будущего. Для русских. Потому что в ее выступлении не было ничего про будущее наших народов. Сегодня рашисты во главе с Путиным делают все, чтобы нас скорее не стало. А для Юлии Навальной нас уже нет. На протяжении веков мой народ выживает в условиях колонизации. Борется за свое право быть. Жить на земле своих предков по своим обычаям. Говорить на родном языке. Так же, как другие порабощенные народы. И эта борьба не закончилась с распадом Советского Союза. Колониальную политику изобрел не Путин. Во все времена это фундаментальная основа существования московского государства. Будь то княжество или сегодняшняя квазифедерация. Думаете, Юлия Борисовна не знает этого? Знает, но говорит об общем культурном бэкграунде России. О какой культуре идет речь? О культуре насильственной русификации? О политике ассимиляции? О традициях физического истребления наших народов? Это не наше. Это бэкграунд Москвы, которая методично уничтожает наши языки и народы, многие из которых уже стерты с лица земли, а точнее с территории России. Деколонизация – это естественный процесс, обусловленный желанием человека, волей народов быть свободными, обусловленный правом народов на самоопределение. Не все смогли воспользоваться им после распада Советского Союза. Он не распался до конца. Нас поманили лживыми обещаниями суверенитета, правом избирать президентов, государственными статусами наших языков. И где сейчас наши президенты, суверенитеты и государственные языки? История повторяется. Помните? Оказался наш отец не отцом, а сукой. Федерация оказалась тем же Советским Союзом, только меньше и слабее. Жестокий, обиженный на всех карлик с жаждой реванша и непомерными амбициями. Право народов на самоопределение – это основа основ международного права. Как можно говорить о демократической России, не желая избавиться от ее имперскости? Как можно называть себя демократами, либералами? Либерти – это свобода. И отказывать нашим народам в праве на свободу. Быть частью России – это не наш выбор. Мы в Россию не входили. Мы были завоеваны. Российские историки называют это освоением земель. Как бы ничейно. Но в каждом случае у этих земель были и есть хозяева. Страшную резню, когда горы трупов жителей Казани сравнялись со стенами крепости, русские называют освоением земель. Тела убитых были отправлены на плотах из Казани вниз по Волге для устрашения других, еще не освоенных народов. Вся история московского государства – это бесконечная агрессия, которую в России называют то освоением, то собиранием или даже освобождением. Сегодня, убивая украинцев и равняя их жилища с землей, русские говорят об освобождении и ждут благодарности от жертв. Удивляются, почему-то их никто не любит, потому что уже все знают, с кем имеют дело. Никто ничего не забыл и не забудет. Юлия Навальная хочет, чтобы Европа поддержала хороших русских, поверила в демократическую Россию, игнорируя исторический опыт наших народов. Она призывает бороться именно с путинским режимом. Но разве политика Путина – это не продолжение имперской политики русских царей и советских диктаторов? Когда Навальная говорит о будущем России в ее международно признанных границах, она молчит о том, что эти границы – результат многовековой колониальной агрессии. Результат кровопролитных войн, в которых уничтожались поколения и целые народы. В 90-х силой, обманом, запугиванием, подкупом Москва затащила в РФ Татарстан и другие народы Поволжья. Для того, чтобы покорить Ичкерию, Москве потребовалось 2 войны и уничтожение десятков тысяч мирных жителей. И так было всегда.
во все времена. Мы помним про геноцид черкесов, организованный русскими. А сегодня они смеют утверждать, что у русского народа и у гордых адыгов общий бэкграунд. Мы не забыли ничего. История России для нас – это постоянный произвол и беззаконие власти. Возможно, для Юлии Навальной и ее соратников деколонизация России – это угроза, а для нас это шанс. Каким совсем недавно, казалось бы, воспользовалась, например, Эстония. Сравните жизнь человека в Эстонии и в России. Это шанс, каким еще раньше воспользовалась счастливая сегодня Финляндия. Возможно, кто-то считает, что я не прав. И госпожа Навальная действительно хочет строить демократическую, свободную Россию. Возможно, она просто не знает про нас, про положение наших народов, про то, что за последние 10 лет, например, ирзян стало на 200 тысяч меньше. Мы исчезаем со скоростью 20 тысяч ирзян в год. Увы. Знает и даже обещает нас найти. There are those who advocate for the urgent decolonization of Russia, arguing to split our vast country into several small safe states. However, these colonizers can't explain why people with a shared background and culture should be artificially divided, nor do they say how this process should even take place. Юлия Борисовна, не нужно нас искать, мы не прячемся. Кроме Лиги свободных наций есть другие организации. Есть люди, у которых имеются ответы на ваши лукавые и манипулятивные вопросы, рассчитанные на европейцев, которые, мягко скажем, не очень в теме. Деколонизация России не только необходимость, это неизбежность. Распад империи, начавшийся в прошлом веке, никто не отменял. Причины, которые привели к распаду СССР, не просто не устранены, они стали еще весомее. И одна из них – нежелание народов и регионов жить по указаниям Москвы. «Хватит кормить Москву» – это лозунг и русских регионов тоже. Вы полагаете, что великий, могучий Советский Союз распался, а его огрызок сумеет выжить? Сегодня есть необходимость в другом, в готовности до этого распада. Серьезный вопрос, что делать нам всем после распада. Нам и вам. И Европе тоже. Вы правы. Сегодня многие считают также, что Россию нужно разделить. Но не потому, что она слишком большая, а потому, что она хронически агрессивна. Она преступник-рецидивист с многовековым стажем. Потомственный палач. Деколонизация – это не про пару десятков маленьких и безопасных государств. Деколонизация – это о народах, которые будут жить в дружественных, свободных и процветающих странах. Речь и о вашем народе тоже. Будет ли так? Зависит и от вас тоже. Эрзя, мокша, буряты, татары, ойраты, черкесы – все народы заслуживают свободы. Мы уже вместе. Мы вместе принимаем решения. И мы не примем ни одну Россию, ни путинскую, ни демократическую, игнорирующую наши права, точно так же, как Путин. И если ваша Россия хочет существовать как часть мирового сообщества, она должна это принять. И понять, что мы не люди с общим бэкграундом и культурным контекстом. Мы очень разные народы, имеющие равные права с русскими. Юлия, мы пока не враги. Я считаю, что прекрасная Россия будущего возможна. Но для этого должны найтись представители вашего русского народа, которые возьмут на себя ответственность за весь русский народ. Люди, которые публично покаются за преступления России и попросят прощения у жертв и их потомков. Люди, которые объявят о своем решении строить Россию на четко обозначенной территории, в которую не входят наши земли. Люди, которые публично заявят о желании помочь нашим народам. Каким восстановить, а каким установить свою государственность. Вот с этими людьми мы будем готовы обсуждать наше будущее. Территории, границы, отношения. Если таких людей не найдется, то сценарий будет другим. 10 лет войны и особенно последние события в Курской области показали, что все величие России сегодня в мультиках, в понтах и похмельных угрозах Дмитрия Медведева. Это значит, что война против всех русскими будет обязательно проиграна. Она уже проиграна, кто понимает. А после этого ваши заявления и покаяния никому не будут интересны. Это значит, что русским придется пройти по пути, которым прошел немецкий народ после Второй мировой войны, с трибуналами и прочими неприятностями. Этот сценарий будет называться «С проигравшими не считаются».
Выбирать вам. Мы свой выбор уже сделали.